два, три, четыре, пять. Фу, Так, два человека подтянулись. 4. 5. Так, пока все подтягиваются, я пойду налью себе воду. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Так. Так. Я вернулся. И мы в эфире. Надеюсь, меня нормально слышно. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Если у вас возникли вопросы по первой части нашей, так сказать, э, ну, минут 10-15 я проводил стрим в Телеграм. Вот, это начало, в Ютубе начало, конечно же. Вот. В Телеграме тебя нормально было слышно, если звук поставить полный. Так, есть вопросы?
Башлам, ты почему крадешь чужие свастики? Башлам, один человек. Что один человек? Я не понимаю вашего вопроса. Чего один человек? Я свастики. Зачем мне воровать чужие свастики? А смысл? А суду царах. Что даст мне? В чате смотрит 12 зрителей. У меня показывают 15. 15 человек. Ночных волков 14. Сглазил. Обидно не то, что там своровал, не своровал. Обидно другое, то, что начали говорить, что якобы там не написано, что эти свастики принадлежат им. Они принадлежат, не принадлежат, им было бы видно, сразу написано. Сразу написано древние аварские, древние там ингушские и так далее и тому подобное. Поэтому думаю, что все прекрасно понимают, кому принадлежит свастика, не принадлежит свастика. Выжри, я без машины никуда поехать в принципе не смог. Еще раз всех поздравляю. Манеш хобл дуай лайн холда мели язюл. Юхшарака бадаста мокшал иман ислам вайл. Вот. Ибраим, как хорошо, что хоть бот есть, который напоминает об этом. Задавайте вопросы. Бот молодец. Древние наши говорят, они, да, там, кто спрашивал, касситов, это, по-моему, касситов, это, по-моему, племена и очень древние с Ирана, но их автохтонность противоречива. Задавайте вопросы. Какие-то вы тихие, после праздников до сих пор не можете прийти в себя. Расскажи про земли Галанчорского района, которые остались в Грузии после 44-го. В Грузии остались. Я напечатаю пост, то, что я нашел, то, что я увидел. Я не могу говорить однозначно, походу там одно или два селения остались. Галанчорского они району относились или к Катункалинскому. Я однозначно не могу, но вы увидите. Наверное, они относят себя к арийской расе и любят сочинять сказки, что они первые после динозавров. Ну, говорить-то можно все. Если бы они сказали в совокупности с другими нациями, что они относятся, это можно было понять. Но тут говорить, что мы,
только относимся к ним. И что часть, как и другие, относятся, это совсем разное. Признать очень трудно. Осталось, 2 селения остались. По крайней мере, 1 или 2 селения остались недалеко от Шатили, кажется, если я не ошибаюсь. Ну, на карте недалеко от Шатили они. В Терской области эти 2 селения входили в состав Чечни. Вот. А после Терской области они входят в состав Грузии. Вот. Поэтому не могу сказать, что там. Абадиев говорил, что Назрань самый древний существо. Ну, не до Абадиева далеко. Про Каспиев. Башлам, расскажи про Каспиев. Я не знаю, про каких Каспиев ты говоришь. Башлам Хаду Элман Ишхобал. Название селения знаешь? Знаю селение. Одно из них Муцо. Одно из них Муцо название. Так. Материалов немало. Конечно, были еще пару книг, которые я заказал, но, к сожалению, в связи с отсутствием финансирования я пока их забрать не могу. Вроде бы там тоже есть очень хороший про нас материал, про нашу историю, но пока не вариант. Вот. К какому типу принадлежали эти села? Кетерпош. К какому типу я не могу сказать. Я не знал, кто проживает. Башлам красавчик, футболка, народ моей мамы черкесы. Адыга Вэй. Может Мелхи. Может Майствай. Многие считают себя древние народы потомками арийцев. Поэтому ну, считать себя это одно дело, а быть ими это совсем другое. Я карты не рисую. Я карты не продаю. Те карты, которые есть, я их в основном покупаю, если есть возможность. Но скажу вам честно, карты это очень дорогое удовольствие. Очень дорогое удовольствие. Та карта, которую меня спрашивали, пишут, мне бы откуда достать эту карту, я не могу вам предоставить ее только потому, что она в музее в Москве. И когда был в этом музее Джамбулат Умаров, это кабинет Ленина, и у него на стене, если я не ошибаюсь, была эта карта. Эту карту сфотографировал Джамбулат Умаров, и я уже снял с него скрин и закинул. Это карта второй половины 19 века. Вообще, по сути своей, карты очень дорогие. И совсем случайно мне кто-нибудь зайдите в чат, наш телеграм-чат, там один Бузуртановец пишет ерунду, что всех зафейкал. Поэтому успокойте этого человека. Он, видать, проснулся только что.
нарнеец. И одну карту мне прислал Лема, шалинский парень, он прислал книгу, а вместе с этой книгой оказалась внутри карта с конца 18-го, начала 19 века. Вот. И, само собой, мы ею воспользовались, я ее вам показал. А так, карты очень дорогие. И мне представители нашего народа, и особенно западной нашей родины Новчучуя, имеется в виду Ачхой-Мартановские, Сирноводские братья, рассказывали, что в Турции им предлагали армяне, приносили, особенно во время этого конфликта, когда по земельной теме пошла, приносили, предлагали карты 18-19 века. Старые карты, 3 или 2 карты предлагали, и за каждую карту просили по 10 тысяч долларов. Вот так вот происходит все, как вы думаете. Ничего дешевого нету. Даже самая простая, вроде бы на вид книжка, стоит огромных денег. Вот. Вы думаете, почему некоторые нарнийцы собирают деньги на книги, печатают их, чтобы распространить? Это очень выгодное дело. Вот. Ататюрк запрещал ислам, да, он был прозападным. Вот. Поэтому с книгами, особенно антикварными книгами, картами, все очень сложно. Но, к сожалению, вся информация о нашей истории в основном заложена в них. Вот. Пытаются кто-то без этих книг, пытается максимально рассказать историю, но это все, конечно же, не стоит и выеденного яйца. Почему? Потому что одно дело высасывать из пальца, рассказывать историю, говорить, что это древняя наша свастика. Вот. А откуда она вам досталась? Где это написано? Где это сказано? И потом появляется сразу разговор о том, что что кафирским историкам верить не надо. Вот я не верю им и все. Но если у тебя кафирские историки, надо предложить альтернативу. Предлагаю мусульманских историков. Если не кафир, то он должен быть мусульманином. В основном информацию, которую можно даже взять, можно взять у Турции, в османских библиотеках. Но сейчас активно начали в них работать представители нашего народа. Вполне возможно, информация сохранилась у многих наших братьев, которые проживают в Адыгее, имеется в виду, проживают в Турции. Может быть, у них, у каких-то домашних этих остались. Ну, я не знаю, вполне возможно. Сегодня я знаю, что со мной связались, не сегодня, а вообще связались, сказали, что очень много информации нашли касаемо нашей истории. И надеюсь, скоро мы этой информацией сможем поделиться с вами. Возможности до тех пор, пока нам не предоставят, у нас нету, но будем работать, будем искать. Если найдем, публиковать по мере возможности, конечно, ситуацию. Вот. Да, последняя самая важная информация, это то, что доллар рухнул и евро рухнул. Ну, я не знаю, какое это отношение имеет к истории, но факт, что остается. И очень активно начали обсуждать, я не знаю почему, братья турки и адыги, и абхазы. Аноним, ты вообще как-то неразборчиво пишешь все в одну кучу, как говорится, закидываешь. Самоназвание башла, я знаю, как их самоназвание. У них одно самоназвание.
у адыгов, черкесов, кабардинцы, это все одни адыги. Что касается Абхаза, Апсуа, это отдельно. Кто там еще? Турки, это турки, османы. В Чечне на самом деле были обширные территории до вторжения великих империй, в том числе царская Россия, а также при СССР. Но в ходе длительных войн чеченцев с этими империями и проживания искусственно играют валютой там. Дело времени. ОМ, да, царь Ибраим, искусственно играют они или нет, не знаю, однако тебе не продают выше того, что ты есть официальное. Кто-нибудь объясните этому индейцу, что не надо ко мне обращаться в моем чате, потому что этот шизик проснулся. Я с норнийцами не общаюсь, там просто в чат пишут, и у меня все вылазит здесь прямо сверху, что там пишут в чате. Видать, у него прямо это шиза с места тронулась, потому что ему не нравится, что я про символы написал, что это не ингушские, не аварские символы, что это арийский символ. Ну, вот у них пуканы повзрывались, и, видать, не нравится многим, что приходится. Ну, я боюсь вас огорчить. Дальше будет больше будет разоблачений фейков, больше вашей лжи. Без разницы, кто это, откуда вы это. Ну, все, что касается непосредственно нас, нашей истории, нашей территории, мы будем публиковать, опровергать и накрывать полностью медным тазом их. Что касается, мы ни на секунду не оставляем и не забываем наших братьев, ауховцев, поддерживали и будем их поддерживать. Это часть нашего народа, и тематику до тех пор, пока ауховцы не вернутся в свои родовые земли, дома, мы будем говорить, рассказывать, как не по-мусульмански поступили наши так называемые соседи, которые так любят говорить об исламе. Но когда речь заходит об возвращении Ауховского района, у них сразу начинается паника. Почему у них нет претензий к аварцам, которые тоже считают эти символы своими? Башлам, братья Арстхойцы, Башлам, братья Арстхойцы. Да, Арстхойцы — это часть Нохчи народа. Так было, так будет и так есть, иншаллах. Всегда. Вот. Куда бы я ни переместился, везде кондиционер. Без кондиционера прямо уже у меня один эфир без кондиционера не проходит. Не знаю, посмотрим. Оживление, не оживление. В последнее время только любят хайповать на спецоперации в Украине. Все только и любят об этом поговорить, хайпануть на этой теме. Кому это не интересно, остальные почему-то стали не в тренде. Ну ничего, у нас всегда так, когда тема какая-то болезненная, сразу подключаются все, стоит пыл спасть, и все забывает и про историю, и про этнографию, и географию, хотя не понимают, что одно с другим связано, и что этого нельзя ни в коем случае никогда оставлять, забывать. Это наша история. Если мы забудем, завтра, послезавтра другие воспользуются этим. И пользуются очень сильно этим. Ассаламу алейкум башлам, ищется нохчий. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Вот. Но, видите, вопреки всему, что говорили, что YouTube заблокирует, YouTube не блокирует, YouTube есть, YouTube работает.
Да, некоторые, многие из нас очень пассивно себя ведут и в Ютубе, и в Рутубе, что, конечно, не является хорошо. Мне в месяц Рамадан многие писали, что якобы норнийцы успокоились и больше не печатают, не делают. Нет, норнийцы не успокоились, работа проводится, причем проводится интенсивно. Просто проблема в том, что площадки Инстаграм нету больше, вот, а все очень быстрый, легкий доступ был Инстаграм. Вот. Многие поэтому оттуда сошли. Ну, ТикТок тоже заблокировали. Мы лишились огромных территорий. Части этих территорий соседи получили за войну в союзе с империей против нас, чеченцев. У моего знакомого была карта 1941 года, и там наши границы проходили и наполовину. Вот. Многие вещи, знаете, даже по современным войне, Великой Отечественной войне, даже информация скрывается. Говорят, что немцы до нас не дошли, однако есть прямые доказательства, что немцы дошли и до Малгобека дошли, и до Наура дошли, и до Горогорска дошли. Вот в этой части немцы дошли, и они были на нашей территории, после чего они были выбиты. Этой части истории, может быть, многие не интересуются, но она тоже наша история. И многие об этом не знают. Ну, проблема в другом. И наполовину через гору Казбек, село Казбеги находилось на нашей территории. Да, такие бы карты, конечно, сохранить было хорошо. Поэтому я каждую карту, которую нашел, пытаюсь публиковать, пытаюсь зафиксировать. Многим это не нравится. Не нравится и говорят, что я рисую их якобы от себя. Вот. Но ничего, что тут поделаешь. Говорить можно сколько угодно. Язык, как мы знаем, без костей, поэтому мы же, в свою очередь, я, по крайней мере, буду делать все, чтобы, чтобы вас радовать. Сегодня я просто не зачитываю параграф с нашей книги на сегодня, чтобы с вами пообщаться, ответить на ваши вопросы. Конечно же, территория, география была немножко иная. Конечно, мы не говорим, что все, что было когда-то, нужно вернуть современно, в реале современной. Это невозможно, мы это прекрасно знаем. Все только законным образом, все только по закону. Ну, чтобы это было так, мы должны в первую очередь учиться, размножаться, а, вести родственные отношения, дружеские отношения с теми народами, которые всегда нас поддерживали, всегда были с нами. Башлам, ты знаешь, что нас депортировали из-за НКВДшников, соседей, которых доносили ложную информацию, Сталин, что в горах якобы чеченцы. Я много чего знаю. Но публиковать не публикую. Башлам, в одном видео Бузуртанов такие тейпы, как Цечо, Муква, Пхамтой, говорит, старик говорил, что они пришли из Ингушетии. Не было, когда были такие тейпы, как Мулквай, Цечуай, Мержуай. Их в природе не было даже. Передай ему вот так, если ты смотришь передачу Бузуртанова, так что можешь это передать, что такого образования даже не было. Это раз. Во-вторых, что касается даже округа такого, как такового не было. Появился он в 1860 году. Вот. А вообще упоминать их как отдельный народ или вообще как фамилии отдельные начали только с 1740-750, то есть конец 18 века. До этого даже отдельных фамилий не было там таковых. Поэтому эти карты везде, которые есть, ранее написано, что Чечня от Дарьяльского ущелья до, грубо говоря, между речи Терека и Сулака проживали ночи.
Но наша проблема одно: мы всегда любим встревать в войны, мы всегда должны быть впереди планеты всей. Мы погибаем, мы сокращаемся и теряем территорию. Вот, Ибраим Айдела чували знак именно Галгав Боштагаз, это дурак, и он чува язвашец, чатчуа, успокоит, ей дурак шама ярил. Не смотрю башлам сомулку, у башлам я ингуш гаркват, я ингуш гаркваттой. Чего? Кваттой, чисто ногчи тайпду, мулквай, чисто ногчи тайпду. Я не знаю, что. Ассалам алейкум башлам. Ты заметил, что ингуши в соцсетях записывают другие национальности, хвалят себя. Как думаешь, почему это они делают? Думаю, что это комплекс неполноценности, ни больше, ни меньше. Везде тот, кто это делает, я не буду говорить ингуши, это делают нарнейцы, достойный человек никогда не будет притворяться другим народом, чтобы хвалить свой народ. Это комплексы. Почему? Потому что в моем понимании везде о чеченцах говорят, везде хвалят, или хорошо, или плохо. Это как в этом анекдоте. Говорит, везде там чеченцы, здесь чеченцы. Двое представителей соседних регионов сказали: уже достали, давай сделаем ограбление и назовем свою национальность. Когда они сделали ограбление, журналисты, говорят, сказали: сегодня в таком-то там-то в Москве было дерзкое ограбление. Налет сделали двое чеченцев, которые нагло притворялись другой национальностью. Вот то же самое можно сказать об этих людях. Они, конечно, могут говорить, я понимаю, но такова жизнь. Алейкум ассалам. Такова жизнь, так многие могут говорить. Я честно скажу, я не всегда рад, когда говорят о нас. Вы видели последние посты, которые я сделал про ядерное оружие, которое в Аргуне там находилось и так далее и тому подобное. Такие вещи я не люблю. Почему? Потому что мы показываем себя не с той стороны. Это же Курхарс Башлам. Дебил Йохана, у вас страшно, я просто, от нарнийца мне просто вымораживают. Просто вымораживают. Такие дебилы, просто-напросто. Я закинул туда с этим символом в Телеграм пост, где на одной из фотографий есть греческий шлем. Этот дебил сейчас пишет, что это же на самом деле Курхарс, это головной убор ингушей. Там написано, что это древнегреческий головной убор, он пишет, что это... Ну вот как ты с такими людьми будешь вообще вести? И когда ты опровергаешь это, тебя называют нациком, тебя называют, что ты такой сякой. Ну как? Да, это не мои слова. Я взял из официальных источников в интернете. Это древний греческий головной убор с этой свастикой. Написано, что это греческий, если я не ошибаюсь. Или римский, или греческий. А он утверждает, что это же, говорит, наш головной убор. Вот так вот и живем. Башлам, почему ты удивляешься? Ведь их по официальным данным занимает первое место. Ну, я не удивляюсь, пока не проведем денацификацию. Походу, новое слово в тренде — денацификация. Бюстик Хилмасера. Дал ездил. Уважаемые друзья, не забывайте сообщать всем, кто в Инстаграме, у кого есть Инстаграм, особенно кто живет за границей. Сообщайте там у себя на пабликах, сообщайте, что у нас эфир идет в Ютубе. Наш адрес распространяйте, чтобы подписались в Ютубе, что мы здесь проводим эфир, что в Телеграме проводим эфир. В Европе-то в основном Телеграм не сильно пользуется, но я знаю, что Ютуб-то есть везде.
Я могу зайти через VPN, конечно, и в Инстаграм, но буквально через 10-20 минут меня выкидывают полностью страницы, говорят, что собираются делать взлом, и чтобы я попробовал чуть позже. Поэтому сообщайте в своих YouTube, Инстаграм каналах, что наши эфиры проходят пятница, суббота, воскресенье в Ютубе с 11 часов и дальше. Всем сообщите, пускай приходят, пускай задают вопросы. Наше дело правое, мы победим, мы занимаемся историей своего народа, историей, культурой. Поэтому не делайте ошибок, не отказывайтесь от истории, не отказывайтесь от географии, культуры своего народа. Если мы это оставим, я очень боюсь, что если мы это все забросим, многие будут пользоваться. Мы и так потеряли 20 лет. Две эти войны, фактически никто не занимался этим вопросом. Я не хвастаюсь этим, это и мое упущение. Валикум ассалам. Поэтому максимально подключайтесь к Ютубу, подписывайтесь, пока YouTube не удаляется, свободный доступ без VPN. Подключайтесь, пишите, задавайте вопросы. Я публикую уже здесь, публикую здесь и новости, имеется в виду непосредственно посты делаю тоже здесь и видео загружаю. Но здесь я только непосредственно по истории. Там, смешное это я не загружаю, потому что начали. Потому что они начинают говорить, типа, если бы не по теме, не закидывайте, только по теме Бошумязе. По мере возможности я не пропускаю выходные дни. Да, мне сейчас стало намного сложнее с точки зрения финансов и выхода в доступ в интернет, но мы, по крайней мере, пока держимся, да, и дальше будем продолжать свою деятельность и свою работу. По изучению тейповой истории мы тоже ее будем публиковать. У нас очень много материала по разным тейпам. Про Муква я еще должен опубликовать. Я должен опубликовать про Шонвай и многие другие тейпы. Иншаллах, мы обязательно сделаем много новых публикаций. Вы просто-напросто чуть потерпите. Все по очереди, по мере возможности, по мере поступления. Не всегда получается. Некоторые вопросы исторические я повторяю, специально закидывая с картами, закидывая там с различными картинами историческими касаемо нашей истории. Ничего не останется, как говорится, без внимания, если это касается нашей истории, по крайней мере. Вот. Я понимаю, что многие там считают, если он написал одну брошюру, то он великий историк, и что он сделал очень много для... Также мы и будем и дальше разоблачать, и говорить, наказывать и тех, в кавычках, представителей нашего народа, которые публикуют ересь, называя это нашей историей. Мы будем негативно отзываться о них, об их продажной натуре, об их продажной литературе, которая напечатана во вред нашего народа. Будем доносить до руководства нашего региона через социальные сети, без разницы как, доносить до них, что это идет во вред нашей истории, во вред нашего народа. Вот. А там дальше будет видно, конечно. Не все всегда получается с первого раза. Что касается прямых эфиров, чтобы дебаты можно было проводить, поэтому мы ведем на телеграм-канале эфиры. Вот. И почему-то, я честно сказать, я захожу, провожу там, но никто не заходит и говорить, показывая свой фейс. Только Ибраим зашел несколько раз, показывая свой лист. Там можно задавать вопросы, нажимаешь кнопку, то есть и говорить.
и можно, чтобы было видно, и голосовое отправлять. Но когда там люди уже, я вижу, что мало что задают вопросы, я перехожу сразу на YouTube канал, чтобы здесь более живая аудитория. Я надеюсь, что будет все больше и больше. Больше будут заходить людей, больше мы будем общаться. Остальное на ваше усмотрение. Интересное, конечно же, как я говорил всегда, у нас впереди месяц май. К сожалению, очень холодный и дождливый. Но я надеюсь, сейчас потеплеет, и я уже начну выезжать. По мере своей возможности я начну в горы, в горную часть нашей родины. Ну, по мере возможности посмотрим, как получится. С финансированием у меня как получится. В Галанчожский, в Шаройский и Тумкалинский, Чеберлоевский район, Шатоевский район. Мы будем выезжать. Да, Аллаха, надеюсь вас порадовать новыми видео, новыми историческими какими-то моментами из нашей истории. Я думаю, что лицемерие это и есть отражение толерантности или наоборот. История не пишется на толерантности. Соседи сами так должны знать свою роль в эпохах становления. Моти наш брат. Толерантная. Нет, толерантность, конечно, в истории, какая может быть толерантность? Единственная есть проблема в истории просто есть моменты, когда бывает нужно соблюдать небольшую политкорректность. Когда ты начинаешь полностью говорить все как есть, начинают плакать, бегут, жалуются на меня и говорят, что я там такую-то деятельностью занимаю, разжиганием. Я не разжигаю межнациональную рознь. Я рассказываю, конечно же, то, что есть, и какие вопросы задают, отвечаем на вопросы. Вот. Ну, дальше как есть, выбирает каждый. Некоторые модераторы давно не заходят. Ибрahim, наверное, потому что Башлам, ты антинарнеец. Это вопрос? Да, конечно. Я против любых нарнейцев. Против лжи, фальши, касаемо нашего народа, нашей истории. Я за братские, дружеские отношения с любыми соседями, если они достойные соседи, если ведут достойно дискуссию. Готов с любыми из них выйти в прямой эфир, обсуждать вопросы наиболее острые, исторические, географические, культурные, только с радостью. Но почему-то в основном все за спиной. Все понял, Расул, за спиной. И когда нечего сказать, начинают обсуждать, включая внешность, включая мое финансовое положение, или то, что я делал когда-то, подключая своих армянских друзей, начинают рассказывать, что я когда-то по молодости, когда был студентом, там на футбол ходил, там флаги рисовал, там и так далее и тому подобное, закидывают и думают, что я от этого что-то теряю. Но, к сожалению, я сразу предупредил и всем сказал, если вы пытаетесь обсуждать мою личную жизнь, тогда это не ваш паблик. Мы здесь изучаем историю нашего народа. Я лишь как оратор, я лишь как ведущий, как представитель своего народа имею право полностью говорить об истории своего народа. Я не обсуждаю войны, современные войны, зная, что не хочу подставлять ни себя, ни своих
тот, кто проводит со мной дебатов, это не такая тема, которую можно обсуждать, зная, что есть определенные законы. Даже если ты живешь сегодня за границей, это не факт, что это каким-то образом не заденет тебя или твоих родных. Поэтому я эти вещи очень дистанцируюсь. А история — это вот география, культура. Об этом мы можем говорить. Это мы должны изучать, возрождать патриотизм, любовь к своей родине, к своей отчизне, любовь к науке, к образованию, литературе, к родному языку, на который мы уделяем огромное внимание, хорошим взаимоотношениям, допустим, как с адыгами, с лезгинами, с некоторыми кумыками, вот, с грузинами. Почему? В основном очень хорошие взаимоотношения, и люди понимают. Мы с радостью с этими людьми ведем дискуссию. Но тот, кто начинает там вонять, вякать, там, выеживаться, его сажаем, конечно, на пятую точку, и цацкаться, играться с этими людьми мы не собираемся. Само собой, никто и не говорит. Что касается конкретно внедрения истории, изучения истории, мы вот Джамирзаева книгу, Хасана Бакаева, Лечи Ильясова, эти книги есть, и мы понемножку доводим до людей. Я думаю, что многие берут из этого очень нужную, важную информацию. Вот, книги еще будут, да, иншаллах. Мы их соберем, покупаем. Вот. И я надеюсь только на позитивное изменение. Насчет этого ты прав. Я согласен с твоими доводами. Как говорится, можно, но не сгущать. Вот. Мы, как говорится, а так, очень много вопросов, которых мы не рассмотрели еще. Мы не рассмотрели многие вопросы по гражданской войне. Многие вещи мы не рассмотрели. Но будем надеяться, что что-то изменится в лучшую сторону. Может, поменяется, может, не поменяется. Конечно, хотелось бы аудиторию и побольше людей подключить. Ну, как говорится, вот, да уж так беду. Настоящих воинов, патриотов, конечно, остается все меньше и меньше. Но они есть, иншаллах, они будут, и мы не останавливаемся. По крайней мере, пока не останавливаемся. А там будет видно, что к чему. Увидите, я отвечаю на вопросы, любые вопросы. Конечно, бывают очень неадекватные вопросы людей. Я их не хочу позорить, конечно, но пытаюсь ответить на все вопросы. Башлам, некоторые люди называют турками, сделай разоблачение, что это часть... Я уже давно сделал разоблачение. Тейп Туркуай не имеет никакого отношения к туркам. Турция издревле всегда называлась у нас Хункармах. Всегда так было, будет и есть. Туркуай Тайп — это один из нашхоевских гаров. Они прямые родня нашхоевцам. Это исконно Нохчий Тайп. ДНК это показал и не имеет никакого отношения к туркам. Из Турции никаких тейпов, которые перебрались в Чечню и живут, у нас нету. Турки-месхетинцы — это совсем другая тема. Они в основном на Теречном районе, их очень маленькая часть, и они знают все. Вот, это совсем другая тема. Туркел, местность Туркел, откуда вы произошел тайп Туркуэ. Я об этом писал. Просто очень многие ленятся заходить и рассказать. Башлам, я хочу смотреть фильм «Хроники Нарнии», чтобы получше узнать нарнийцев. Да, ты можешь узнать как раз таки. Может, перестанем стремиться к идеальности, не присущей человеку, как говорится, если ты идеален, тебе место в музее. Может, перестанем стремиться к идеальности. А кто стремится к идеальности? Мы очень далеки от идеальности. Наша история тоже очень далека от идеальности.
стремление к идеальности должно быть. То, что ты говоришь неправильно в неправильно в самом даже вопросе, почему. То есть ты говоришь, может, нам не нужно быть правильными, хорошими. А разве Всевышний не говорит тебе, чтобы мы стремились всегда быть лучшими, хорошими, как народ, как умма Мухаммада, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Плохими за последние 20 лет, плохими мы не только сами себя сделали, но и многие средства массовой информации сделали, как России, как Запада. Нам очень далеко от идеальности. В историческом плане далеко, в реальном плане далеко. Я как раз таки один из тех людей, которые пытаются из этой черни выбрать что-то красивое, прекрасное, чтобы стремление, когда ты воспитываешь свой народ из своих детей, свою молодежь, говоря, что они будут правильными, идеальными, учиться, все остальное, есть какой-то шанс, что будущее поколение изменится. А если ты им будешь все время говорить, что ты плохой, что ты наркоман, что ты вор, жулик, что ты там то с одними, то с другими, ты вырабатываешь у человека пофигистическое отношение, он уже дальше начинает себя вести так, как ты говоришь. Разве мы не устали от, от возложенной на нас ответственность? Нет, не устали. Какую ответственность возложена на тебя, например? Расскажи мне, о какой ответственности ты говоришь. Кто возложил на тебя ответственность? Кроме как Всевышнего и пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, кто возложил ответственность? Наши предки, мы далеко, давно уже ушли от уставов наших предков. Если бы это было бы так, то было бы все иначе. Такой маленький народ, и о нас говорит мир. Мир говорит не всегда с лучшей стороны о нас. В этом и разница. Алейкум ассалам. Мир может говорить о многом, о многих других. Но как он говорит? Хорошее ли говорит, плохое ли говорит? Что дает это нашему народу, нашей родине? Мы живем хорошо, у нас все великолепно, у нас очень много минусов. И если мы не говорим о них, сидя в социальных сетях, и не даем повода многим нашим соседям позлорадствовать, это не обозначает, что этого у нас нету. Это не обозначает, нет. Мы знаем свои косяки, знаем свои проблемы и часто их обсуждаем. И пытаемся их прекратить, и пытаемся возродить свой народ, свою историю, культуру, свои традиции. Многие, отвернувшись от них, убегают, стремятся к космополитизму, стремятся ко всему. Есть некоторые больные люди, которые стремятся и, извините меня, и к научному атеизму. Но это же не обозначает, что мы должны поддерживать этих людей больных. Башлам, душа плачет за наш народ, и я задаю вопросы. Я не говорю, что ты неправильно, я же отвечаю на эти вопросы. Поэтому норнийцы испытывают к нам ненависть и говорят, мир нет репутации, как у нас. Репутация, репутация. Порой репутация бежит впереди самого народа, конечно. Что не радует, честно скажу. На мыслящие люди, конечно, не допускают многих ошибок.
Вот за счет этого, Расул, и появляется вот этот термин, который называется комплекс малого народа. Понимаешь? Нормальные люди бы думали не о том, что там говорят о соседях. Нормальные массы и народ, достойный народ или вообще существующий реальный народ, а не так, извините меня, народец, не будет мыслить так, что там у соседа о нем говорят. Нет, ты думай о своем. Оставь весь остальной мир. До другого мира тебе дела не должно быть. Думай о своем народе. Вот. Всегда нужно думать о своем народе, думать о будущем. Поэтому мы призываем, если представители нашего народа хотят достойное будущее для своих детей, для нашего народа, и они не желают видеть своих детей рабами, то они должны больше посвятить своей жизни образованию, учебе. Где бы они ни находились, где бы они ни проживали, они должны обязательно посвятить свою жизнь образованию, науке. Это неотъемлемой частью должно быть каждого нашего. А иначе мы будем просто наемниками. Мы будем делать за всех грязную работу. И разницы нету, если вы считаете, что сантехник, который там делает грязную работу, и наемник лучше, там наемник он крутой, потому что у него оружия нет. Нет. И тот, и другой выполняет работу за чужих людей. За чужих людей. Он не делает так, чтобы на него работали. Он сам работает на кого-то. Постыдно ли это, не постыдно, это уже другой философский вопрос. Но мы должны стремиться везде учиться, работать и показывать себя с лучшей стороны. Тому есть пример. Израиль, евреи, которых никогда фактически как такового не было своего государства, сегодня построило государство и существует, и везде во всем мире, походу, заправляют, ну, по крайней мере, заправляют они. Нобелевские лауреаты, ученые, все. Много каких примеров, конечно. У нас есть своя территория, своя родина. Нам есть и интеллигенция, и патриоты, и спортсмены. Это все есть у нас. Но подход к становлению или строительству государственности как таковой должен быть в других масштабах. В других масштабах. Если мы думаем о будущем. Если мы будем просто народ потребителей, который любит потреблять только то, что им дают, ничего своего не строить, этот народ просто-напросто не выживет, он растворится. Он растворится среди других народов. Вот для чего нужно соблюдать язык, сохранять культуру, историю, литературу, все что угодно. Сегодня многие упрекают нас, что мы не сохранили собственный язык. Имеется в виду алфавит. Они не задаются даже вопросом, был ли у нас такой. Они прекрасно знают, что мы использовали и грузинскую, и арабскую, и латинскую вязь. У них нет желания, чтобы понять того, что у нас когда-то был язык. И что мы ищем возможности, ищем, какая же была у нас письменность до всего этого. Мы должны это понимать.
должны сохранить. Устно мы свой язык сохранили, свою речь сохранили. Вот. Поэтому нужно понимать, богатство, Америка, Европа, евро, доллары, все это померкнет. Рано или поздно померкнет. Это померкнет. История, традиции, это все, что культура, язык, это все, что останется. Останется, если нам будет дело до этого. Если будет дело. Я не хочу, чтобы наш народ был народом приспособленцем, который без разницы, что происходит. Гибнет ли наш народ. Или при первой же возможности говорит, осуждают. Ты можешь осуждать, ты можешь оскорблять. Но тебе свое никто не даст. Как бы ты ни пытался, чтобы сделать, ты не станешь русским никогда. Немцем не станешь, американцем не станешь. И они не дадут тебе. Все равно они скажут, откуда ты? И только когда ты скажешь, что ты нохчи, что чеченец, отношение будет все равно иное. А ты еще плюс к этому пытаешься и оскорбляешь свой народ, который должен лелеять, хвалить. Делать все, чтобы сохранить его. Сделать лучше. Осуждай. Осуждай тихо. Осуждай тихо, не громогласно. У нас не такой народ. Сегодня мне прислал один друг в Дзене, в Яндексе есть какие-то видео, а русский парнишка какой-то говорит, разница между чеченцами и ингушами. Ну вот из 100%, 80% вообще ни о чем. 80% ни о чем. Там чеченские девушки в основном одеваются, на свадьбу одевают современные платья, более европезированные, что была традиция за цепь схватиться и этого кровника оставить. То есть все наша культура и традиция, которая записана в нашей культуре, они передали, записали туда. Народ наш сократили, говорят, 1 700 000 по всему миру. То есть нас 1 700 000 по всему миру, а их 700. То есть все, что в общем скидывается, общее интернет-пространство, они зафиксировали. Да, было пару моментов, когда они сказали правду, что они не воевали фактически, почти не воевали, что вошли добровольно и многие такие вещи. Коротко. Но в основном, да, правда еще что там они тещу избегают. Вот. Они утверждают, что Чечня это в основном суфийская, традиционный ислам, а якобы Ингушетия салафитская. Разницы они говорили. То есть такие вот вещи, которые очень, в принципе, возникает вопрос. Если многие промолчат, оставят, не отреагируют, все останется так, как есть. Если отреагировать, сказать, вот это неправда, вот это ложь, опровержение, люди рано или поздно зайдут, прочитают и узнают, где истина. Вот для чего разоблачение. Вот для чего разоблачение фейков. А не потому, что мне платят или мне я там... Нет. Мне дело. Почему никто не говорит, что люди, которые наговаривают на наш народ, на нашу историю, культуру, они не говорят, что эти люди натравливают и стравливают нас. Про него такое не говорят.
А я, когда опровергаю, я сразу автоматически становлюсь стравливающим человеком. Задумайтесь, почему инициатор не является виновным, а человек, который уже начал противостоять этой лжи, он является инициатором якобы этого всего. Я с этими моментами боролся, я всегда задавал вопросы по этой истории, нашей истории, всегда говорил об этом. Почему? Это как борьба с ветряными мельницами. Почему вы не обвиняете тех, кто разжигает огонь? Почему вы боретесь с теми, кто тушит этот огонь, пытается затушить, сделать его меньше? Ответа я не получил. Хоат Айчане. Хоат Айчане. Я даже половину еще не разоблачил. А комментариев тысячами я просто даже и внимания не обращаю. Вот такая вот ситуация, уважаемые мои друзья. Конечно, хотелось бы, конечно, чтобы было все иначе. Хотелось бы, чтобы ситуация поменялась. Но я уверен в том, что никто не изменит наше положение, если не сами мы. Также очень не нравится и то, что единство нашего народа, вот над единством всегда висит дамоклов меч, которого каждую секунду готов разделить. Что на это ведутся. Я не знаю, честно сказать. Как бороться, что делать. Очень сложно это все. Пытаемся, делаем. Что из этого выйдет? Кому это интересно? Многие задаются вопросом о Кавказской войне, о Шамиле, о гражданской войне. Поэтому хотелось бы, конечно, решить этот вопрос еще до конца своей жизни, попытаться изменить как-то в лучшую сторону. Ну, пока нас очень мало. Пока мало. Мало мыслящих людей. Больше тех, кто нажимает на курок. Я не знаю, честно сказать. Больше читающих, пишущих, мыслящих. Наверное, все-таки над этим стоило бы задуматься. Я не осуждаю, ни в коем случае. Не говорю, что правы эти или правы те. Но прежде чем говорить о чем-либо, о величии, о государственности, об остальном, мы должны быть готовы к тому, что единство, образованность, грамотность, справедливость всегда есть в крови нашего народа.
духовность. Эти все моменты между собой должны быть на более высоком уровне, как у наших предков. Когда все это у нас уже появится, тогда уже будет проще. Людей, которые очерняют историю, народ, показывают с плохой стороны, этих людей всегда будет достаточно. Бороться с ними можно только в одном случае, если нас будет больше. Вот. Поэтому в первую очередь наше развитие должно быть через науку, через образование и совместно, параллельно с ним должен идти спорт. Очень много людей сегодня идут учиться, очень много людей. Но учатся не ради самой науки, а ради... Ладно, это тяжелые вопросы, хотя, как и у всех везде. Знаете, что самое интересное? Что мы не видим примеры других народов, которые достигли чего-то, благодаря чему-то, благодаря трудолюбию. Япония, Германия, Южная Корея, ведущие экономики мира, которые США, которые, ну, в основном Япония, Германия, они за счет внутреннего ресурса, а США всех покупает. Видят, если где-то что-то умное, сразу ухватывают, гражданство, бабки, все дает ему. Все дает. Чтобы он не уехал, влюбился и оставался в этом месте. А он уже возводит это государство к величию. Можете говорить, что все, что угодно. Ну, не забывайте, Билл Гейтс, Илон Маск, Стив Джобс, Эйнштейн. И все они в основе своей, все, кто прославил Штаты, даже возьмем тех же даже актеров, наиболее сильных актеров, таких как Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне. Ведь они, американцы, стали потом, а так один из Австрии, другой из Италии, третий там с другого места. Но они ухватывают. Почему мы приводим пример? Не потому, что они идеальные люди. Это люди, которые умеют грамотно преподнести и показать это государство. Голливуд. Да, там Ван Дам, Джеки Чан, Джет Ли, много-много других можно, я знаю. Они все не являются американцами коренными. Дольф Лундгрен. Вот. Наверное, кроме самого Чак Норриса, все остальные там в основе своей. Я все это к чему? Мы не можем купить ничего. Значит, мы должны за счет внутреннего своего ресурса идти вперед. А грамотных, умных, старательных людей очень много. Очень много. Желание должно быть. Вы можете хоть 1000 лет рассказывать о великих империях.
о государственности, о собственном государстве. Но если у вас нету этого ресурса внутреннего, интеллигенции, своей интеллигенции, своих образованных юристов, экономистов, я не про тех, которые дипломы просто получили, а про тех мыслящих людей, которые могут это все грамотно подвести. Невозможно построить какое-то великое государство и так далее и тому подобное. Ну, возьмем один пример. Во всей России в основном самая сильная недотационная республика – это Татарстан. Это Татарстан. Сколько образованных людей. Все универсиады, научные городки. Вы посмотрите, они все вкладывают туда. Они вкладывают все туда. Развивают. А чем мы отличаемся от них? Чем? Чем мы отличаемся от них? Ничем. Глаза, уши, все то же самое. Они являются донорами России. И сегодня, по сути своей, они готовы, даже мы говорим о гипотетических вещах, они даже, если возможно, даже в самой федерации, этот субъект является одним из самых благонадежных и успешных субъектов. И таких немного. Возможно, там Кубань еще, я еще не знаю, точно не помню, но факт остается фактом. Да, по мужеству, горе, вожи, когда деген, мы, они, но, кстати, та же самая тема была и у них. Ведь они, как и мы, пытались в 90-х годах независимость получить. Они пытались, но остановились вовремя, на условиях, которые им выгодны. Об этих вещах нужно думать. Мне как-то один из подписчиков сегодня, кажется, написал, сказал, что я слишком мягкий, что я стремлюсь... это про пост, где я написал, что везде, чтобы нас не убивали и так далее и тому подобное. Я как раз-таки пытался показать не то, что я не согласен с тем, что было в прошлом, что мы живем за счет того, что добились там наши предки. Вопрос не в этом был. Жизнь каждого представителя моего народа на вес золота. Когда умирает один Нохчи, 1, 2, 3, 10, их места занимают достойных Нохчи, занимают недостойных. Поймите меня. Эти недостойные, им без разницы, есть ли у нас республика, есть ли у нас традиция, есть ли у нас культура, есть ли у нас язык. Вот. Они брошюры пишут, я эти брошюры показывал. Я публиковал, показывал. Когда я такое говорю, они говорят, что я стравливаю людей. Вот. Когда сбили с мысли меня, конечно, ладно, я уже что-то рассказывал и сбился с мысли. Да, вспомнил.
Это место, пустое место, всегда занимает кто-нибудь такой, который недостоин этого места. Я вот за это переживаю. Я переживаю, что уйдут достойные, а на их место придут космополиты, приверженцы Ататюрка, я не знаю, кемалисты. Ну, блин, сколько этих всех. Разные эмочки, готочки. Вот. Поэтому надо понимать, почему я призываю сохранить каждую жизнь нашего народа, каждого человека. Дайте, сами говорите, нас мало, дайте нам стать 2 миллиона, 3 миллиона, 5 миллионов. Не слушайте никого, не слушайте наших врагов, не слушайте фанатиков, не слушайте тех людей, которые бросают вас в мясорубку каждый день. Трудитесь, учитесь, занимайтесь своей родиной. Станьте профессионалами, великолепными медиками, инженерами, архитекторами, биологами, химиками. Давайте добьемся, не знаю, чтобы у нас были нобелевские лауреаты. Бизнесменов, людей, которые в бизнесе великолепные. И я знаю, что это вот в крови нашего народа. Это никаких проблем нет. И воспитать достойных спортсменов тоже проблемы не будет. Вот. Поверьте, поверьте, если люди будут нам никакие брошюры, все просто это автоматически отпадет, если мы больше внимания дадим образованию, науке, стремлению к чему-то лучшему. Извините, говорить, ух, какие эти немцы великолепные машиностроители, инженеры, и не стремиться самому построить что-то и изменить в лучшую сторону, тогда это наша проблема. Это не проблема немцев, которые великолепные машины делают, самые лучшие в мире. Это не проблема японцев, которые со своими технологиями ушли на 50 лет вперед. Это не проблема того, что американцы выкупают всех богатее умных людей. Это не их проблема, что мы деградируем, что мы отталкиваем свое общество, я не знаю, куда-то. Можно быть консерватором, традиционалистом, но идти со временем, шаг в шаг, быть современником. Почему вы думаете, консерватор или традиционалист должен быть обязательно ходить там, я не знаю, в латах, в щитах и бегать там, я не знаю, в лаптях или с чем-то другим, с кинжалом? Не обязательно. Ты можешь быть современным, но полностью соблюдать свои традиции, соблюдать, изучать свою историю. Жертвовать хоть чем-то полезным. Не осуждать того, кто пытается что-то сделать. Дело не в утопии, я не утопист и не моралист. Не собираюсь вам читать какие-то там о нравственности. Речь не об этом. Что вы хотите? Когда вам говоришь правильные вещи, вы недовольны. Когда вам говорят, надо, давайте все, пойдем все, умрем, будем воевать, вы опять говорите, а зачем мы должны воевать? Хорошо, вы говорите, не воюйте, не учитесь, давайте тогда займемся спортом. Вы говорите, а зачем нам всем спорт? Окей,
Давайте всю жизнь посвятим духовному. Вы говорите, если все будут духовной нравственностью заниматься, а кто будет работать? Кто будет на полях работать? Кто это остальное? Ну, извините, все должно быть пропорционально. Вы сами не оставляете путь для нашего народа. Самое малое дайте своему ребенку с самого детства образование. Объяснить, что путь в этом мире можно найти только через науку, через образование. Ни брошюры, ни дипломы, не то, что там он платит за экзамены. Нет. Нет, нет и еще раз нет. Вы воспитываете плеяду просто-напросто менеджеров и приспособленцев. Они приспосабливаются, как платить, не учась, получить диплом. Потом они любыми правдами, неправдами заплатят деньги, устроятся куда-нибудь на работу. Не дай Аллах, конечно, чтобы они устроились медиками, не учась, которые заработали. Дальше что? Он будет думать только об одном. Я всю жизнь посвятил свою жизнь то, как пройти, устроиться на учебу, потом, как дать взятку, устроиться на работу. А теперь настало время, я буду теперь делать все, чтобы отбить свои деньги. Возникает вопрос. Возникает вопрос, кто в этом виноват? Мы. Мы виноваты. Мы знаем, что приходят наши дети с учебы, но мы ленимся лишний раз проверить. Мы не спросим у своих детей, знают ли они Толстого, Достоевского, хорошо, Абузара Айдамирова. Элементарно. Лечи Ильясова, Хасана Бакаева. Вы спросите, они будут с вами вот такими глазами смотреть. Окей. Даже спросите о тех, которые живы, которые здесь близко живут, о Гапурове, я не знаю, о каких-то других. Они не знают этих людей. Они не знают ничего. Географию север-юг не могут определить своей родины. Мы эти вещи многие прикрываем. Я не считаю те дипломы, аттестаты, которые куплены и так далее. Я их не считаю. Это не уровень образованности. Это не уровень профессионализма. Мышление вашего ребенка. Что он хочет? С 5 класса, с 4. Кем бы ты хотел стать? Я еще молодым человеком, мы проводили социологические опросы. Вы не поверите. Ребята, которые закончили даже профессиональное училище, валейкум ассалам, которые закончили профессиональное училище, я им задавал самый простой вопрос, а кем бы вы хотели? Это либо ребята, которые училище закончили, то есть не дойдя 11 классов, 9 закончили, пошли в техникум, училище. Да, и представители университетов тоже, которые закончили. Я спрашивал, а кем бы вы хотели стать? Вы не поверите никогда в жизни. Амин Масера Двалмана школу. Но среди них самая худшая должность, несмотря на свое 0,0% образование, мышление, минимальная должность, которую из них хотели, это была зам-мэр города Грозного. Чтобы вы знали, это самое худшее место, которое они выбирали. Остальные места, это были все выше и выше, там, прокурор, помощник прокурора и так далее и тому подобное. Вы понимаете, о чем речь-то? И никто из них не сказал, ни один из них не сказал, инженер, химик, физик, биолог. Даже, насколько я знаю, хирургом никто не хотел стать. Стоматологом не хотел стать. Модельером не хотел никто стать. А между прочим, люди всегда одеваются. Значит, люди, которые шьют, должны быть.
Люди, которые хотел бы, человек, который хотел бы делать обувь. Нету, а люди всегда обуваются. Фармацевтика, медицина. Люди всегда болеют и всегда должны быть химики, биологи, которые делают фармацевтика, которые занимаются лекарствами. Никто не хотел. Дальше. Если люди не хотят, вопрос у тебя возникает. Люди не хотят тебя не кормить, не одевать, не обувать, не лечить. То есть эти специальности неинтересны. Возникает вопрос, о какой государственности, о какой государственности, мощном государстве и всему остальному вы хотите строить, делать? Вы о чем? Не знаю, быть всеми военными, ну, милитари, но оно не прокатит. Миру это не надо. Или по всему миру распределиться, там, быть генералами, воинами, сесть по всему миру, я не знаю. Нация, которая только умеет воевать, убивать, но это уже неинтересно. Я это все понимаю, Вежри. Я клянусь, я не говорю, я знаю, как это тяжело. Вы просто не представляете. Я точно такой же человек, как и вы. Мне, чтобы очиститься от долгов, я старше в семье. Чтобы очиститься от долгов, мне как минимум нужно 350-400 тысяч, чтобы я вышел в ноль. Я это знаю. Я каждый день думаю, чтобы завтра там сделать, там, как бы, где заработать, чтобы как там поесть нормально. Тогда это обычное. Когда есть такие проблемы, ты не думаешь о Нобелевской премии и все остальное. Но мы же сейчас уже уходим от этого. Оставим наши животы, оставим то, что мы должны платить коммуналки, все остальное. Это проблема. И она есть за каждым. Это проблема. Они есть. Их нужно решать. Эти повседневные проблемы, которые есть у всех народов и у всех. Но мы же должны от этого уходить. Должны. Вот один СС написал: по твоим словам, мы сами в этом виноваты. СС. А кто в этом виноват? Кто виноват в том, что мы с тобой сегодня плохо живем? Ты один человек, я два человека. Вместе вдвоем. Мы вообще два человека. И прибавь туда еще 98% остальных людей. И каждый думает, я не виноват. Виноваты муртады, кафиры, власть, все виноваты, но я не виноват. Я хороший парень, чувак, я крутой. Все, кроме... И так думают все 100%. Ну, 100 махалитан, 98 халитан. 2%, у которых все шикарно. 98, я не знаю, 90, там 3%, которые живут просто потолок плюют, у них все хорошо. Но каждый думает, я ни в чем не виноват. Вот ты говоришь, по твоим словам, мы сами виноваты. Вот сам себе сядь перед зеркалом и задай себе вопрос. Сколько прекрасных моментов, которые могли тебя обогатить и сделать тебя счастливым, ты упустил? Да, я не про это. Я не говорю только другие виноваты, а то, что было последние 300 лет, это разве закончилось?
Ты путаешь сейчас, ты говоришь мне о вещах, о войнах. Не 300-400 лет, о войнах, о депортации. Ты об этом говоришь. СС. Сомо хавол нохчо. Это и меня касается. Почему ты думаешь, что я могу что-то тебе плохого сказать? Или что ты хорошо думаешь про свой народ, а я плохо? Нет. Мы сейчас говорим не об этом. Мы не об этом говорим. Ты знаешь, я видел на День флага адыгского, я видел, как адыги с Иордании адыги рассуждают. Я видел, как с Турции адыги рассуждают. Мы общались в чате, общались. Что они говорят? А ведь их 95%, ну, 90% адыгов проживают по всему миру, но не у себя на родине. Их нет. Их земли в основном ушли. Сочи, Краснодарский край ушли туда. Безвозвратно вполне возможно ушли. Возникает вопрос, почему я привел пример? И они тоже обсуждают, говорят, мы виноваты в этом или не виноваты. Стоило уезжать мухаджирами или не стоило уезжать мухаджирами. То, что ты говоришь 300 лет, 300 лет, за эти 300 лет, ты знаешь, евреи тоже угнетались. Евреи угнетались, их убивали, их сжигали, их уничтожали. Но они, несмотря от этого, не отказались от того, чтобы создать свое государство и быть. Чтобы народы добивались того, о чем ты говоришь, народу надо быть ментально совсем другой ситуации. Я, а, на это, а нам это не дают. Смотри, СС, то, что нам это не дают, это и есть в первую очередь наша ошибка. Сегодня уважать, ценить и быть единым целым нашему народу не дают чужие, или же чужие используют разногласия между нами, чтобы не позволить нам объединиться и быть одним единым целым, чтобы возродить нацию, чтобы возродить историю. Давай, вот видите, что Запад сделал все, они сами нифига, это неправда. Они подвели ситуацию к тому, что им нужно создать это государство, свое собственное. А это работа, это как в шахматах, на 10-15 шагов вперед. Никакой Запад никому ничего не создает, если к этому нету стремления самого народа. Ты понимаешь, о чем я говорю? Вот о чем речь. Мы должны это понимать. Вы сейчас совсем разные вещи мы говорим, увы. Я не говорю, что мы виноваты во всем этом. Нет. Но я же хочу стремление к лучшему, чтобы мы стремились к лучшему. Чтобы мы не искали все время виновных. Если мы будем все время искать виновных, у нас будет только вот этот вакуум, пространство, пустое пространство, которое мы должны своим усилием, наукой, образованием всем забить, мы вместо этого забиваем ненависть. А это там, где ненависть, там война, там всегда разрушение. И все, я же привел не просто так с татарами пример. Я же не просто так привел этот пример. Можно ли назвать, что татары такие все пассивные? Нет. Ты можешь не поверить, но в федеральном центре в процентном соотношении 30-40% татары. И занимали разные самые высокие должности татары.
Да, среди них есть крещеные, но есть и мусульмане татары. Что они ислам не любят? Любят ислам. Вы думаете, что там нету радикальных течений? Есть, радикальные течения есть. В набережных Челнах оттуда уже это все было. Много плохого тоже есть в них. Но мы речь не об этом говорим. Мы говорим, что они более подготовлены сегодня и независимы от остальных регионов. Чтобы сказать, мы сами себя сделали и достигли. Понимаете? Вот что я говорю. Мы всегда можем найти виновных. Я это понимаю. Клянусь, я не отрицаю этого. Да, это большая реальная проблема. Мы можем всегда найти крайнего. Но тогда мы становимся теми самыми норнийцами, которые сидят и обвиняют всех вокруг. Но своей вины они никогда не признают. Никогда. Я, я очень сильно люблю свой народ. Очень сильно люблю. Валлахи, биллахи, таллахи люблю. Вот. В первую очередь, больше всего я люблю свою веру, потом люблю свой народ, свою родину. Я много читал. Полезно, не полезно, не знаю. Солженицына читал, читал Толстого, читал Достоевского. Я много читал. Я хотел понять, как эти люди пришли к тому, что того, что они достигли. И вы знаете, вообще тот, кто изучает историю, может, было время, когда можно было все достичь славой войной. Эти времена закончились. Эти времена закончились. И сегодня ты сидишь, может прилететь ракета, испепелить. Люди спящие, сидящие на одном месте, не знаю, за 5 секунд все будут уничтожены. Вот. Если вы задаетесь вопрос, в чем же наша вина, а, вина в том, СС и тебе, и всем остальным, себе в первую очередь. Я хочу сказать, наша вина в том, что мы чрезмерно высокомерны. Мы очень высокомерные в плане в том, что наши, все, кто уезжает в Америку, Европу, там, где есть возможность получить образование, учиться в лучших школах, да, надо отказаться от многих крутых вещей, сладостей, еды крутые, все остальное. Надо дать себя, своих детей устроить, учиться, учиться. Буквально того, что достигла Япония, Южная Корея и Германия, государство, которое было разрушено на 90%, которое затеяло 2 мировые войны, возродилось и живет лучше, чем вся Европа, и стоит на первых местах. Это Германия. Япония, которую бомбили, единственное государство в мире, которое бомбили ядерными бомбами, Хиросима и Нагасаки, экономически пятерки самых лучших. Южная Корея, которая разделена на Северную и Южную Корею, вообще общем Корея. Южная Корея входит тоже одна из самых развитых государств. И эти государства, я почему, можно сказать, Китай и так далее и тому подобное. Но Китай, население, можно сказать, третье, трудоспособность и трудолюбие. Я называю вот те государства, которые были в войне,
которые были фактически полностью уничтожены и смогли возродиться и выйти на первые места. Я же не говорю про колониальную Великобританию, которая имела свои колонии, Испанию или же там, я не знаю, Францию. Я не говорю про эти государства, которые имели свои колонии, там, Алжир и так далее и тому подобное. Я назвал вот те, которые Япония, Германия, более или менее. Это правда, которую вы должны знать через историю. Если вам эти источники более далеки, и Берже, и Дубровин, и все остальные говорят что? Они говорят только одно. Мы смогли этот народ, то есть нас, во время Кавказской войны, покорить, дробя нас, играя на нашем высокомерии, на нашей гордыне и так далее и тому подобное. То есть делили нас. Тогда можно было уже справиться. Вначале не получалось, ну, как говорится, капля камень точит. Вот. Чтобы было понятно, я приведу еще один пример, через который прошли наши предки. Твои, мои, всех. После депортации чеченского народа и возвращения домой, чеченцев оскорбляли, унижали, не возвращали собственные дома, не разрешали селиться в своей столице. Много чего было плохого. Много чего было плохого. Наш народ, послушайте, это народ, который 13 лет был лишен всего. Он выжил, они учились, голодали, но учились, воспитали плеяду интеллигенции, образованных людей. Несмотря на оскорбления предателей народа, несмотря на все это, они смогли просто взять себя в кулак, возродиться, стать генералами, стать вторыми людьми в СССР. Много образованных профессоров. Да, трудно было. Да, чеченцев щемили. Да, называли предателями. И несмотря на все это, они шли напролом. Такие как Хасан Бакаев, Руслан Хасбулатов, Асламбек Хасбулатов, Зулай Хасбулатов. Они мне не родня, я говорю тех профессорах, Бугаев и так далее и тому подобное. Абузар Айдамиров, Махмуд Эсимбаев. Это разве не наши с вами деды? Если бы они сидели, говорили, нас выслали, это несправедливо, мы 300 лет нас гоняют. Если бы они с этой ненавистью жили, смогли бы они достичь тех высот, которых они достигли? Вот в чем проблема. Нужно понимать, что они сделали осознанно правильный шаг. Они прошлое, оставив в голове, в сердце, шли вперед. Они учились. Плеяда ученая интеллигенция воспитал Советский Союз. Нравится нам, не нравится нам это. Это так. Им было трудно. Их оскорбляли, их унижали, но они добирались до этих званий. И чего достигли? В конце концов, на сегодняшний день Муллат Висаитов и многие другие получили, Хампаша Нурадилов получили звезды. Их начали называть чеченскими героями, а не азербайджанскими, терскими казаками и так далее и тому подобное. Благодаря чему? Благодаря чему? Если так мы и будем жить дальше,
и не воспользуемся моментом, Муса Дудаев, абсолютно верно, Дагун Амаев, сколько, я не всех назвал, вы меня извините, я ко всем, наш хирург знаменитый, Чеберло, Макажоевец, Хасан Баиев, ну, я многих могу не назвать. Зия Бажаев, миллиардер. Вы думаете, они что, сидели, нас вот унижали, давайте и дальше так жить, и бичами помрем, что ли? Нет. А скольких мы еще не назвали, я не назвал. В Ауховском районе сколько достойных наших сынов. В Казахстане, в Панкисе. Наш Автарханов, который за границей. Их можно называть, их нужно называть. Но если мы воспитаем плеяду необразованных тугодумов, которые знают только одно – воевать да воевать, тогда у нас не будет никакого будущего. Мы же даже не умеем ценить наших тех, кто воевал. Петр Захаров, Александр Чеченский. Что-то я не вижу наших режиссеров, которые бы хотели об этом фильм снять. А другие цепляются там. Даже про сына имама Шамиля фильм снимают. Благо сейчас уже начали Шейх Мансуровский район, мечеть, 3, 10, да. Ты спросил вопрос, когда мы упустили этот момент. Мы упустили этот момент. Сегодня очень сложно говорить. И не хочется никого оскорблять и унижать. Какая разница мне? Этот ногчи. Мы упустили момент, когда забыли о том, кто мы такие. Когда мы начали извне завозить всякую нечисть, которая якобы нам помогает. Мы потеряли, когда начали продавать, воровать собственных девушек и так далее и тому подобное. Сколько их всего не перечислишь. Кто в этом виноват? Виноваты мы. Я же не просто так закинул пост Караулова, в котором он говорит, в 90-м году, 91-м году в мире, ни в России, ни в СССР, в мире самая меньшая преступность была где? В Чеченской Республике. В мире. Он сказал в мире. Это русский. Я бы не сказал, что он прямо блещет любовью к нам. Но он признает это. До него я слышал и от своего дядьки, он, да, я что, его чую, он работал в милиции. Он говорил, он не в Чечне жил, он говорил, по показателям на Северном Кавказе лучше всего МВД работало в Чеченской Республике. Меньше всего преступности, проституции, наркомании, меньше всего на Северном Кавказе было у нас. Это наше достижение. Самые лучшие заводы, нефтепереработка, химия, все это было у нас. И это было совместно, между прочим. Грозный был населен русскими, процентов, наверное, 60-70. И эти русские себя чувствовали полноценными гражданами Чеченской Республики. Я-то разговаривал с ними. Это не настолько давно было. Они точно так же возмущались, что их бомбили и так далее и тому подобное. Это пьяница, алканавт, блядь, Ельцин. Войны, которой могло не быть вообще. Которой не должно было быть вообще. Нельзя было допустить вообще. Ну, то, что было, было. Наверное, упущение было 90-е годы. Эти года, когда мы упустили свой шанс. До начала Первой войны.
В этот момент максимальная интеллигенция, в моем понимании, я могу ошибаться, должна была объединиться. Нужды своего народа, свою экономику, все поддержать. Но этого всего не произошло. Причины, наверное, будут изучать более достойные, умные люди. Кто виноват, кто не виноват в этом. А есть вообще структуры, чтобы учиться и добиваться чему-то? Конечно, есть структуры. Чтобы учиться СС, в Чечне вот столько университетов. Чтобы учиться, 300 тысяч минимум уехавших в Европу живут во всех лучших городах Европы, без разницы. Живешь ты в Венгрии, Польше, ты можешь поступить в университет, закончить его, получить образование. Никаких проблем нету. Чтобы учиться, есть и в Чечне, и в России, и в Европе возможность. Просто нужно стремиться к этому. Если закончишь, станешь хорошим фармацевтом, инженером, лингвистом. Ты будешь и так медиком, ты будешь на вес золота. Тебя не отпустят. Вот этого Баиева, который как раз Хасан Баиев, он же мог дальше жить в Бостоне, в Америке он жил. Золотые руки у человека. Но он вернулся. Бесплатно ездит по России, там, по всему миру, делает операции, самые вот эти нелегкие, заячья губа и да, Ларгуэцу, эти болезни лечит. Он делает все это. Он стремится к этому. Помогает как может. Актеры на своем поприще. Историки на своем поприще. Медики на своем поприще. Да, можно говорить сегодня, что российские там вузы не престижные, но это, опять же, это ерунда. Это отмазки. Получи образование, профессию. Читай дополнительно литературу. Север, Владивосток. Кадры нужны просто 150, 180, 200 тысяч зарплаты. Земли гектарами на освоение там севера, имеется Дальний Восток. Гектарами землю дают. Просто приезжайте, живите с семьей. Мы вот привыкли климат не менять, все остальное. Ну, вы посмотрите. Аляска тоже была российской, но продали американцам, и сегодня просто за то, что там проживает на этой Аляске, пособие дополнительно дают 1200–1500 долларов. Эта Аляска богом забыта, никому не нужна. Север, самый край, имеется в виду. Ну, чтобы люди туда поехали, вкладываются деньги. Сахалин, Дальний Восток, Приморье, вы знаете, находка, не находка. Эти места, где очень большие, многие люди могут уехать туда. Он очень сильно развивается. Плохому танцору, конечно, что-то да всегда мешает. В России образование нехорошее, в России. Да за счет России, грубо говоря, извините меня, живет вся Европа. Америка. Америка-то живет за счет любых государств, где они воюют, оттуда ресурсы выкачивают. А Европа, газ, нефть, все покупает у России. Сырье, древесина, Китай, Индия, все покупают у России. Я не говорю, хорошо или плохо. Вы судите немножко иначе, в отличие от меня. СС. Каждый день все меняется. Вот критическое твое мышление, оно, с одной стороны, возможно, хорошее, а возможно, нет. Каждый день меняется. Меняется государство, меняется руководство, меняется, все меняется. Но умные люди, образованные люди нужны всегда, во все времена и везде. Здесь попробовал, не понравилось.
езжай в другой регион. Учись в Европе, но там будут говорить, этот человек чеченец, он нохчо, и он достиг высот. Ты думаешь, что нужно именно приехать в Чечню и здесь, что ли, сделать что-то? Да нет, сделай там. Здесь не получилось, сделай там. Пришло время, вернись. Построй что-нибудь крутое здесь. Вот о чем речь. Ну, блин, извините меня. Стив Джобс тоже начинал в гараже. Что не было препонов? Были. Что давали кредиты все? Не давали. А кто, когда он начинал, кто мог подумать, что его айфоны будут миллионами печатать где-то в Китае? Мог ли он предположить? Эти люди, Стив Возник и Стив Джобс, Стив Возник, я не помню, Возник и Джобс, они начинали в гараже. Они миллион людей сегодня устроили, ну, миллион не скажу, но сотни тысяч людей сделали рабочие места. Десятки, сотни людей они сделали миллионерами. И два человека. Это два человека сделали. Один инженер, другой великолепный менеджер от Бога. А что, Стив Джобс был гением, думаешь, с самого рождения? Нет. Да, наркоманил, кайфовал, делал всего, но в свое время остановился. Вот ты так говоришь сейчас, если там идти. Вот ты один, еще такой, еще как ты там, где-то в Франции, в Германии закончили, объединились, сделали что-нибудь. Весь мир об этом будет говорить. Не обязательно. Два чеченца сотворили такое. Ты знал, что Зия Бажаев миллиардер чеченский, который тоже попал под санкции и так далее и тому подобное. Ну, про Хасбулатова ты знаешь. Ты знаешь, что все рестораны, все Макдональдсы, когда были в России, директором, управленцем у них был чеченец. Об этом знал? Думаю, знал. Ты знаешь, что Хасан Баиев во время Первой Чеченской войны за сутки делал чуть ли не 50 с лишним операций. Это ампутация, это самые сложнейшие операции, где они просто валились от сна. Они валились от сна, сна не хватало, он оперировал, просто засыпали на рабочем месте. 50 операций. Это каково? Это Новчу, такой же, как ты и я, которого точно так же убивали родственников, бомбили села, но он не отказывался, он не говорил, меня там, я не буду учиться, я отомщу, я это. Нет. Это Махмуд Асимбаев. Танцор вроде бы, не самое престижное для нас, но на весь мир сделал наш народ известным. И он, выступая перед генералами, говорил такие слова, которые оскорблял прямо в лицо. Он проклинал тех, кто, сидя в Москве, он проклинал тех, кто бомбил. Для меня это неинтересно, СС. Для меня, почему он так долго не приезжал, неинтересно. Мне важен результат конечный. Еще раз, то, что ты говоришь, это политика. То, что я говорю, он пережил эти политические моменты и вернулся. И сегодня дома. И оперирует детей не только моего народа, причем многие бесплатно, но и осетин, и русских, и вот в Африке вот этого негра, которому, мальчику, которому глаза кислотой или чем-то сожгли, выжгли, я не знаю чем. Ну, примерно так. Примеров много, стремлений очень много. Стоит только захотеть это. Невозможно жить всю жизнь ненавистью. Невозможно всегда искать крайнего виновного.
Понимаете? Вот в чем дело. Мы можем, конечно, всегда виноватых искать. Давайте искать виноватых, давайте говорить, что в этом я виноват, и эти. Только вся проблема оказывается в этом. Но это не поможет. Это не поможет. Стремитесь, говорите. Ни в коем случае я не говорю, что виноват мой народ во всем. Я этого никогда не говорил и не буду говорить. При иных обстоятельствах, возможно, было бы все иначе. Но, значит, есть наше упущение. Значит, есть наши слабости, которыми воспользовались. Внешний агрессор воспользовался нашими слабостями. А если мы позволили найти наши слабости и позволили использовать их против нас, это наша проблема. Это уже наша проблема и наш косяк. Не забывайте, татаро-монголы тоже держали 280 лет всю Русь. 280 лет без малого. Самая великая, большая сухопутная империя была у Чингисхана. Где сегодня Монголия? Где сегодня татаро-монгольская ига? Вот что стало с ним? Уалейкум ассалам. Других примеров. Древняя Греция, Древний Рим. По масштабам, какие были у них империи. А с нашим любимым исламским халифатом что произошло? А ведь когда-то они были великими империями, государствами. Если сегодня мы не будем знать это и знать, почему они потерпели крах и к чему пришли, мы наступим на те же самые грабли. Ну, вообще, конечно, я понимаю, что сравнивать свой маленький народ, который не видно на карте, с великими империями, мы в качестве примера приводим это. В качестве примера. А стремление к лучшему всегда должно быть. Ложиться, умирать, давайте, все сейчас плохо. Вот эти пессимистические, вот эти утопические разговоры я вам не веду. Я вам этого не говорил. Я вам даю информацию, которую вы можете со мной обсудить, сказать и принять решение. Если бы здесь было не 34 человека, а 34 тысячи человек, тогда бы мы могли говорить, что мы что-то изменили к лучшему. И мы меняемся к лучшему. Но мы не видим этого. Если бы я был, извините, не знаю, Леонардо Ди Каприо или Валикум Ассалам, абсолютно верно, Адаму. Абсолютно верно. Если бы здесь был какой-нибудь, я не знаю, Конор Макгрегор или даже, я не знаю, любого спортсмена, Хабиб, просто бы стояли, божились, брат, ты такой был, что, ой, наш бы народ, а свои ногти бьют, облизывали бы от кончиков ног до кончиков, я не знаю, волос, облизывали, и 1000 людей бы сидели с этим человеком в эфире. Это я хорошо спортсмену надо. Или какая-нибудь Лолита, там, Лолли-Молли, там, нос, губы, там, 18 лет, красивая, блонди, сидела бы, тоже были бы 1000 людей. 1000, не уходили бы, засыпали бы под ее ролики. Но в таких эфирах их не будет. Если бы я вам рассказывал анекдоты, и вы не заходили, если бы это не было бы касающиеся нашего народа, судьбоносные какие-то вопросы, в общем для нашего народа, я бы не сказал бы вам этого. КВН, МВН, 1000 людей бы сидели вот здесь. 1000 людей. Нравственность,
Я понимаю, ты знаешь, СС, я не знаю, сколько тебе лет, видать, ты слишком молодой. Никогда не ставь себя на один уровень с шейхом Мансуром и Байсангуром Биноевским. Ты никогда им не станешь. А не осуждаю я их лишь потому, что шейх Мансур, в отличие от тебя или меня, использовал все рычаги, пытался сделать все, чтобы не допустить войну. Это были разные времена, это были разные эпохи. Это было совсем иное психология понимания. Во-первых, для них были агрессорами. Они в то время жили сами по себе. И любой новый человек с новой идеологией для них был агрессором. Ты что думаешь, что только царская Россия была врагами шейх Мансура или Басангура Биноевского? Имам Шамиль для многих западных обществ и тейпов был врагом и агрессором, потому что он разрушал старые традиции и вводил в обиход шариатские государства. Его ненавидели. Не то, что ненавидели даже его найбов, которые являлись чеченцами, потому что они преследовали идею имама Шамиля. Почему? Потому что они не привыкли, чтобы Сюли им указывал, как жить. Они всю жизнь жили в демократии, свободе. Ты не путай Гоголя с Гегелем. Это совсем разные вещи. Это разные вещи. Что касается шейх Мансура и Байсангура Биновских, они друг друга даже абсолютно разные. Байсангур Биновский был на идеологии Газавата. Шейх Мансур совсем другая идея. Шейх Мансур был больше революционером. Для него сама идея свободного Кавказа была важна. Это разные вещи. Здесь религиозная тематика, а здесь свободный Кавказ. И Зелимхан Харачоевский тоже противоречие им, который боролся с несправедливостью в своем понимании. Это каждая личность по-своему занималась разными вещами. Может быть, ты не так много знаешь об Ойсхаре Биноевском. Я знаю поболее, чем ты. Я знаю, сколько братьев он потерял, как потерял, где потерял. В основном. Какие потомки остались. Я знаю, какие были между собой даже биноевцы, довольство, недовольство самим Бойсхаром Биноевским. Я знаю, как оттуда его переселили, часть появились на плоскостной территории. Целые селения появились недалеко от Моздока. Это все, это все знать нужно, прежде чем судить. Я не осуждаю, ты, еще раз говорю, если ты собираешься жить с 18 и 19 веком, ой, боюсь, что у тебя ничего не получится. Просто ментально ты даже на 10% не живешь, как жили они. У них был очень сильный аскетизм. Они были очень сильно консервативны. Они были традиционалистами. И это совсем другая история. Историю изучают. Я почему не соединяю вот эти два момента? Новейшая история и кавказская история, имеется в виду 18-19 веков, она разная. Даже гражданская война, когда началась, Советский Союз, белогвардейцы, этот момент мы уже разные. После падения Эмиратства Северокавказского, имамата Шамиля, все изменилось. Все стало иначе. 50% населения нет. Плодородные плоскостные территории потеряли. Загнанные, те, кто сопротивлялся, загнаны в горы. Против них построены крепости Владикавказ, Назрань, Грозная, Моздок, Кизляр и все остальные по тереку построенные станицы. Ты мне про это не рассказывай, я прекрасно знаю. И почему это делалось, я знаю. Это совсем другое. Но опять же, Сусей Новчик, он аумол.
Сунсай ногчу мобиз алсму. И для меня погибший каждый ногчу это потеря. Если бы остались живы, если бы... Дикдуй воду и дать свой дючтек. С точки зрения понимания, иметтик, кечун кочерю, сюйлечун кочерю, гайберт лоч, кечун кочерю, но санохчучун кочеряци. И латта кочер дать сундаш. И винчу датиги книг вахауру. Я галгаски хауруциги, я гайберт ло хауруциги, я сюли хауруциги, я гунки хаур. Сун ху разницу. Санохчу вацкцига уже. У наше понимание в этом разное. Никто не судит и не ставит себя на их места, но нас во всем мире знают по одной причине, когда нас хвалят, нам это нравится, мы этим гордимся, так зачем сегодня негативно описывать? Негативно никто не описывает, ты, кажется, начало, может быть, пропустил. А вопрос не в негативе, вопрос, что мы не можем жить, СС, мы не можем всю жизнь жить на хайпе. Нельзя так жить. Чтобы то, что ты говоришь, весь мир узнал, весь мир знает по двум чеченским последним войнам. Ты думаешь, о Кавказской войне кто-нибудь знает в Европе и остальном месте? О Бойсхаре Биноевском, о шейх Мансуре, Батуко, Талхик, Шуайб Мулла Цинтароевский, Айса Гендергноевский. О них кто-нибудь знает, думаешь, в Европе? Алибек Зандакский, Алибек Хаджи Зандакский. Кто о них знает? Бейбулат Таймиев, кто о них знает? Узкие специальности знает. А знаешь, почему не знает? Потому что нету образованных людей, которые может донести до них. Опять мы возвращаемся туда, о чем я говорил тебе. Поверь мне, реклама войны – это не та тема. На ней долго не продержишься. Этот промежуток воевали, получилось, не получилось, дальше надо идти. А дальше это когда учатся, показывают, воевать они умеют, достойный народ. А может ли он после войны дальше жить? Не за счет рекламы войны, а за счет самовыживания, саморазвития. Вот за счет чего он должен идти дальше. Вечно, что была когда-то война, что когда-то это сделали, это не катит. Все забывается. Я же примеры привел древних, римских и так далее, империях. Почему? Но они не живут. Итальянцы не говорят, мы бывшая Римская империя, мы должны жить, мы вам дали канализацию, мы дали вам это. Они не живут за счет этого. Посмотри, что осталось от этой Римской империи. Этот сапог остался, и все. Но несмотря на это, итальянцы сегодня делают прекрасную машину Феррари. Ладно, Феррари, Фиат, там, без разницы. Которые продали немцам. Но суть не в этом. Прекрасная обувь. Лучшие, я не знаю, блин, одежда тоже одна из самых лучших. Французы, которые воняли просто-напросто средневековье, просто к ним невозможно было приблизиться, которым арабы подарили вообще. Арабы подарили ложку, вилку, парфюм. Сегодня эталон мирового, так сказать, парфюма. Франция. Что было и во что они превратились? Ну, про Германию я вообще молчу. Это как примеры. Хорошее ты можешь у людей взять, не стремишься их плохое взять. Я же об этом говорю. Хочешь, чтобы о твоей истории говорили, хочешь, чтобы об этом знали. Учись. Не будешь учиться, на тебе будет вот такое большое ярмо. Когда выгодно, ты будешь героем Америки, грубо говоря. Ну или Западу, чтобы поставить против, чтобы опять. Когда невыгодно, ты станешь террористом. И без разницы. То же самое здесь. А голова тебе для чего?
Ты не герой и ты не террорист. Ты нохчу со своим народом, который должен жить, учиться, размножаться, развиваться. Поймешь это, сделаешь что-то полезное. Не поймешь, приведешь свой народ к самоуничтожению и к забвению. И эту историю стырят и норнийцы, и любые другие. Почему? Потому что некому будет ее доносить. Сегодня же мы об этом говорим. Мы книгу покупать не хотим. Мы, мы ничего не хотим. Мы хотим, чтобы кто-то сидел, рассказывал, печатал. Не только, не ты. Не вкладываться, не делать, ничего не делать. Просто кто-то пускай делает, а мы вот так-то, так-то будем выбирать. Я бы тоже хотел у ЦД, чтобы все было по кайфу. Ну, так не получается. Кто-то должен брать на себя это. Тяжело, трудно. Что поделаешь, это жизнь. Ладно, извините меня, что сегодня вас так очень сильно отвлек. К сожалению, у меня уже я и ушел в минус. Мне показывают, что залетел в долг. Ну, это твое личное мнение. Каждого человека здесь люди пускай выбирают. Я не навязываю ничего. Никому ничего не навязываю. Я свое мнение говорю. Поэтому и выступаю и в дебатах, и в разговорах. Пожалуйста, приходите, показывайте, и будем говорить. А так, конечно же, можно спорить сколько угодно. Ну, доводы, антидоводы выбирайте сами. Всем огромное спасибо. Если я каким-то образом кого-то обидел, я прошу ради Всевышнего Аллаха простить меня. Я, заметьте, я никого из наших людей, никого не оскорблял и не обвинял ни в чем. Никого. Я утрированно имел в виду, в первую очередь, и себя, проблемы, недоработки, они есть. Если мы всегда будем жить в розовых очках, говорить, что мы ай, я, да я, к сожалению, мы ничего не достигнем. Нужно и критически смотреть со своей стороны тоже. Не всегда. Я не критиковал. Мы говорили о минусах и плюсах. Всем огромное спасибо. Масан Дересхил. Не забывайте подписываться на наш канал. Я очень прошу, у кого есть Инстаграм-канал, Телеграм, ВК, распространяйте. Пускай люди придут, пускай люди услышат, выскажут свое мнение. Пускай подпишутся. Вы все равно и так многие в социальных сетях смотрите, YouTube каналы, все остальное. Приходите, подписывайтесь, приглашайте. Вот. По мере возможности, конечно, я сделаю все. Если у меня получится, финансово я смогу завтра что-нибудь провернуть. И если у меня получится, завтра тоже сделаем эфир. Я буду рад вас увидеть на канале. Ютубе мы проведем 11 часов, 23:00 по московскому времени. Приходите, подготавливайте свои вопросы. Кому интересно, задавайте, ведите дискуссию. Я всегда рад с вами пообщаться. Я не утверждаю, что я был прав. Я не утверждаю, что все, что я говорю, это последняя инстанция. Получится, если мы что-то сможем вместе достичь хорошего. Альхамдулилlah, если мы сможем помочь людям. А так, не забывайте самое главное правило. 3D. Деша, Деба, Даха, Санхоми, Нохчикам, Масара, Адикер. Ибраим, сохрани заголовок, там поставишь, а то я фотографию ненормальную, некрасивую поставил. Какую хочешь, поставь там. И мы пообщаемся. Я на связи. Пишите вопросы. Пишите в Инстаграм, Фейсбук. Везде есть. В Директ, в WhatsApp. Я отвечу, чем могу, помогу, если это от меня зависит. На нет и сюда нет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.